честь, участникам уголовного суда производства. Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был убит на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник подошел и выстрелил в Юрия Буданова несколько раз. Евтухов является единственным и главным свидетелем. Он с самого начала утверждал, что стрелявший был человеком славянской внешности, ростом 175 сантиметров. Вряд ли подсудимый Тимирханов имеет с ним хоть что-то общее. Юсуп жгучий брюнет, ростом 1,90 м. Поэтому и происходят вот такие странные вещи, как похищение Евтухова, настаивает Мурат Мусаев. Но неужели непонятно, какое отношение может иметь похищение свидетеля, его принудительное доставление в суд к содержанию его показаний, которые мы будем исследовать при присяжных заседателях? Кто-то здесь этого действительно не понимает. Это же просто абсурдный процесс получается. Слушайте, Франц Кафка просто какой-то, а не Мосгорсуд. Это слишком даже для Мосгорсуда, Ваша честь. Не суд и не гособвинения, которые должны были по сути быть заинтересованными в защите свидетеля, а адвокат подсудимого выражает обеспокоенность о свидетеля Евтухова, на которого может быть повторно оказано давление. На этом процессе главным остается, по всей видимости, один вопрос. Допрос Евтухова здесь же, но судья почему-то занимает пассивную позицию. Вы же заняли позицию игнорирования доводов о давлении на свидетеля. Давлении, которое скажется на содержании его показаний. Вы понимаете это? Ваша честь, вы предупредите его об уголовной ответственности, а люди, которые похитили и держали его, предупредили о чем-то другом. Я не знаю, что с ним происходило последние 3 дня, но в ночь с понедельника на вторник ему говорили: тебе повезло, что ты не смог сегодня дать показания. Потому что если бы ты дал показания, с тобой разговор был бы другой. Об этом я говорю со слов Евтухова. Кроме меня он рассказал это еще адвокату Трениной и своей знакомой, гражданской супругой, объяснения, которые я представил и прочее. Слишком много очевидцев, чтобы делать вид, что этого не происходило. Во время перерыва Мурат Мусаев подходит к свидетелю и просит его рассказать всю правду. Внимание, запомните слова Мусаева, потому что позже сын Буданова попытается обвинить защиту в угрозе свидетелю. Александр Васильевич, расскажите им все, как было. Расскажите. Это не будет продолжаться намного дольше, чем сейчас. Все это доказано. Расскажите им все, как было. Я понимаю, что вам нелегко пришлось. Расскажите полностью все, что было, начиная с понедельника. Мурат Мусаев небезосновательно считает, что на Евтухова оказывается давление, но это, мягко говоря, никого не волнует. Более того, прокурор явно игнорирует неопровержимые факты, считает Мусаев. Еще раз, нельзя игнорировать обстоятельства давления, обстоятельства совершения преступления в отношении свидетеля в уголовном деле. Нельзя. Без присяжных выясните вопрос. Ну, что вы... Мы сейчас хотим без присяжных выяснить вопрос. Ваша честь, предмет, который сейчас обсуждают уважаемые защитники, связанный с обстоятельствами похищения свидетеля, не имеет никакого отношения к настоящему делу. Это, извините, компетенция Следственного комитета по заявлению. Поэтому мы категорически возражаем, что это за оказание воздействия на свидетеля идет со стороны защиты. Это раз. И во-вторых, хорошо, если они не хотят с присяжными допрашивать свидетеля, ну, давайте допросим без присяжных, только по фактическим обстоятельствам дела, которые опознает он, не опознает и так далее Тимирхан. Если уж пошло на это. Но мы настаиваем на том, чтобы свидетеля допрашивали изначально с участием присяжных заседателей. Мы считаем, что пропажа или похищение свидетеля было... Да, я прошу прощения. В ходе перерыва адвокат Мусаев подошел к свидетелю со словами, и мой коллега сейчас четко эти слова обозначит. И потерпевший тоже. Пожалуйста, процитируйте. В ходе перерыва адвокат Мусаев подошел к свидетелю и сказал о том, что скажите все, как было, в противном случае мы знаем, где вы живете. Мы расцениваем это как давление на свидетеля. Просим зафиксировать протоколе. Ваша честь, мы теперь понимаем, что вот этот человек, который здесь сидит, Валерий Буданов, который должен был бы быть заинтересован в том, чтобы найти убийцу своего отца, вместо этого является марионеткой в руках государственных обвинителей и выполняет любые их прихоти, Ваша честь. То, что сейчас сделал, я мягко выразился. Вы еще и лжец, уважаемый потерпевший. Слава Богу, вот здесь находится представитель пресс-службы, Ваша честь, Мосгорсуда. Чтобы уважаемый защитник Мусаев поменял тон здесь в судебном заседании. Уважаемый защитник Мусаев не нарушает регламент судебного заседания, в отличие от гособвинителя. Ваша честь, я прошу прямо сейчас
сейчас Еще подсудимый, проверить ладно уж. ложь Валерия Буданова на предмет того, является ли она действительно ложью или соответствует действительности. Здесь находилось человек 20 в этом зале. Здесь есть видеокамера, под которую я говорил со свидетелем. И я ему действительно сказал: расскажите все, как было в эти дни. Я понимаю, через что вам довелось пройти. Расскажите, как было. Они не смогут дальше продолжать делать с вами то, что вы делаете. Секундочку, Ваша честь. Для чего я подходил? Для того, чтобы попробовать успокоить свидетеля, который по моей вине оказался в этом плену, Ваша честь. И вот, наконец, допрос главного свидетеля Евтухова. Его растерянность, неуверенность очевидная. Можете ли вы описать лицо, которое стреляло в Буданова, затем село в автомобиль и уехало? Ну, описать, как время много прошло, описать я не смогу. Как бы славянской внешности человек был. Там бейсболка была, очки черные. Цвет волос, помните? Цвет волос, как бы сейчас уже я не могу точно сказать, какой цвет волос был там. Рост. Рост 175 до 180, где-то такой рост был. Почему? Ну, это я не могу говорить. Что, простите? Нет, как бы фоторобот, когда составляли. С вашим участием составлялся фоторобот? Нет, без моего. Что вы сказали, вы не можете говорить? Что как бы фоторобот не я составлял, а другие люди. Скажите, пожалуйста, этого ли человека вы видели стрелявшего в Буданова? Этого человека я никогда в жизни не видел и не был с ним знаком. Сходен ли он по каким-нибудь